Приветствую, дорогие овны, вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на весну 2023 года. Мы с вами будем смотреть весну, значит, в таком формате. Смотрим отдельно 3 месяца, да, то есть март, апрель, май. Смотрим 5 основных тем по каждому месяцу, то есть будет по одной карте ваши мысли, да, то есть куда направлены, смотрим, что принесет период, чего вам будет не хватать, какие могут быть препятствия и что вам советует карта, да, делать в этот период. То есть будет 15 карт, получается, по 5 карт на 3 месяца. И кратенько, да, по каждой карте я вам расскажу. Ну, мне кажется, такой интересный формат я делала зиму, да, похоже, многим понравился, так что продолжаю делать так же. Смотрим, значит, овны. Покажите мне, пожалуйста, овны, весна, март месяц. Мысли овнов, настроение овнов. Покажите мне, пожалуйста, март месяц. Первая карта, смотрим с вами. Паж кубков, прекрасное состояние, настроение, вы можете быть очень романтичны, вы можете влюбиться в этот период в кого-то, вот у кого нет еще отношений, прям карта часто показывает влюбленность. Кто-то может узнать о том, что беременна, да, ну, есть возможность забеременеть, вы узнаете о том, что ждете ребенка. То есть паж это всегда состояние такое, знаете, вот вы очень чуткие, вы готовы прийти на помощь, вам хочется творить, вы воодушевленный такой, воодушевленный человек, влюбленный во что-то, влюбленный в другого человека, либо влюбленный в какое-то дело, когда вот все делается из любви. Поэтому прекрасное настроение, такое вот весеннее замечательное настроение. Смотрим, что приносит период. Может желание исполниться. Часто паж кубков показывает исполнение желания. Что принесет период овнам? Что принесет март? Король мечей. Это может быть человек. Сейчас я узнаю. Скажите мне, король мечей для овнов это человек? Да, нет? Да, это человек. Что овна будет объединять с королем мечей? Что их объединяет? Почему он выпал? Какие-то общие желания, иллюзии могут быть еще. Общие желания. В общем, в вашу жизнь в марте месяце приходит какой-то человек, король мечей. По знаку зодиака это может быть водолей, это может быть близнецы у нас, водолей, близнецы и весы. Да, то есть может быть. Вас с этим человеком будут объединять какие-то общие желания. Вот, ну, карта так показывает. То есть вы будете хотеть вместе с ним одного и того же. Может быть, это кто-то, не знаю, в работе, да, то есть кто-то. Ну, какой-то мужчина. В общем, вам этот период приносит мужчину. Ну, знакомство с ним. Так, смотрим, чего вам не хватает. Чего вам не хватает в марте? Покажите мне, чего овнам будет в марте не хватать. Знаете, чего будет не хватать? Усердия. Будет не хватать восьмерка пентаклей, но всегда показывает такого очень скрупулезного, внимательного человека, такого, который, знаете, вот очень дисциплинированно, аккуратно выполняет постоянно свою работу, у которого есть на это настрой, да, то есть вот вам этого будет не хватать, вот такого настроя рабочего, потому что у вас почему? Паж кубков. Бабочки, цветочки, романтика, да, то есть вот, ну, понятно, что работать будет очень сложно, карта показывает, вот не будет вот этого состояния, когда, да, нужно вот пахать, ты себя с утра встал, да, то есть если с удовольствием идешь на работу, понимаешь, что там у тебя куча дел, тебе сейчас это все надо переделать, нет, вот будет совершенно нерабочее настроение, и вам вот этого будет очень не хватать, этого настроения рабочего. И внимательности. Вот очень часто эта карта отвечает за внимательность, за какие-то детали. То есть, возможно, вот в этом состоянии вы можете на работе делать много ошибок. Да? То есть, вот где-то там не туда положили, не то отметили, не туда отправили. Да? То есть, и вот эта невнимательность, она будет создавать вам проблемы. И, возможно, король мечей, да, то есть кто-то на работе, король обычно это очень строгий человек, да, то есть, возможно, вот он будет постоянно, да, вот к вам иметь какие-то претензии, придирки, да, то есть постоянно вам будет этим мечом указывать, что вот тут не так сделал, вот там не так сделал. Так что смотрите, да, то есть вам будет не хватать какой-то аккуратности в марте.
Препятствия, покажите мне. Препятствия Овнов, март месяц. Что за препятствия могут быть у них? Десятка кубков, семья, препятствия. Много, большая семья, много любви. Может быть, имеется в виду много эмоций. Сейчас я спрошу, я правильно поняла? Много эмоций? Овны, март месяц, препятствия, много эмоций, да, нет? Нет. Или они мне описывают ситуацию. Сейчас скажите мне еще раз, только да или нет. Овны, март месяц, препятствием является эмоциональность? Да, нет, не надо, да, нет. Да, да, то есть они мне показывали по десятке мечей, говорят, да, если овны, да, будут себя так вести, то это может плохо для них заканчиваться. То есть карты мне пытались просто, ну, ситуацию раскрыть, они мне не отвечали, да, нет, первый раз. Смотрите, десятка кубков показывает максимальную эмоциональность. То есть вы можете себя в марте не узнавать. У вас будет, знаете, такие вот, ну, это когда вот максимум эмоций, какой вы только можете выжать из себя, будет. Да? То есть когда человек готов прыгать от радости, плясать, танцевать. Причем эти эмоции, они могут ну, как вода, да, то есть перетекать из одного состояния в другое. То есть, с одной стороны, ты можешь тут сейчас радоваться, да, и веселиться. Через 5 секунд ты становишься злой, как туча. Да, то есть вот вы можете за собой это замечать в этот период, когда человек не может контролировать, да, вот эти эмоциональные порывы. И вот это будет создавать для вас препятствия будет создавать вам проблемы, потому что в этих состояниях вы не сможете себя контролировать и правильно себя вести, да, вот правильно там выполнять работу, какие-то действия, потому что эмоции будут вас захлестывать, и вам надо вот как-то научиться, что ли, их контролировать. Сейчас вот совет спросим, дайте мне совет. Совет для овнов на март месяц, посоветуйте им что-нибудь, что вы им посоветуете. Овны, март. Маг, контроль. Да, вот, ну, в принципе, то, что я вам и сказала. Маг – это тот, кто умеет контролировать себя, он умеет направлять правильно мысли, да, то есть у него есть сила воли, у него есть, вот если он себе поставил задачу, он ее выполнит. Да, то есть вот главное уметь как бы давать себе вот такой настрой. Вот вам карты советуют все-таки как-то, знаете, взять вот эти эмоции. Я понимаю, что, возможно, вы будете очень чем-то довольны, может быть, там в кого-то влюбитесь, что-то приятное произойдет. Но карта говорит, вам надо как-то вот обуздать эти эмоции и попытаться взять да, вот себя в руки, да, контролировать себя. Маг – это всегда вот умение действовать как-то целеустремленно, а не как вода, да, то есть не растекаться, понимаете, то есть вы будете растекаться, а карта говорит, а вам надо вот все время собираться в кучу для того, чтобы выполнять какие-то задачи. Ну, вот такой интересный март у вас получается. Хорошо, смотрим теперь апрель. Апрель, покажите мне. Состояние, настроение, мысли овнов в апреле. Что там в апреле у них? Ой, а тут уже крайности. Тут как раз та самая десятка мечей, она мне уже переворачивалась у меня. Десятка мечей – это ощущение, знаете, завершения. По десятке часто идет какое-то завершение, когда, допустим, там у нас идут расставание, у нас, допустим, мы увольняемся с работы, на которой долго проработали, то есть это потеря чего-то, что долгое время нам нравилось, да, то есть то, что мы любили, это карта крушения, краха и провала, то есть когда вот не получается так, как мы хотели. Предательство еще может быть по десятке мечей, часто, да, вот нож в спину, когда кто-то меня предает, кто-то, на кого я рассчитывал, полагался, кого я любил, да, то есть вот может быть предательство от какого-то человека. Ну, какая-то очень неприятная ситуация произойдет, и она очень сильно окажет влияние на ваше настроение, да, то есть если в марте тут бабочки-цветочки, то апрель как раз наоборот, да, то есть наоборот депрессивное состояние, переживания, какие-то волнения. Ну, сейчас посмотрим. Так, что принесет этот период? Что принесет апрель овнам? Ну, видите, пожалуйста, Луна, страхи. Страхи, переживания, обманы, заговоры. Очень часто эта карта показывает. То есть, когда вокруг нас происходят какие-то
события, которые мы не можем видеть, да, то есть мы чувствуем, что что-то не так, но мы не видим этого, да, то есть мы не можем это объяснить, но мы это либо предчувствуем, да, чувствуем, либо мы реально уже видим, что это как-то на нас влияет. Поэтому эта карта всегда показывает, что что-то вот, не знаю, вокруг вас какие-то будут неприятные ситуации, что-то делается за спиной, кто-то наговаривает, кто-то ведет себя некрасиво. И здесь однозначно карта говорит, через этот период просто нужно пройти. Да, то есть это такой вот будет сложный период, такая сложная дорога. Вы должны выйти к свету, да, к солнцу, потому что после Луны у нас идет солнце. Но ее нужно пройти, этот период. Он будет непростой. Вот апрель будет непростой. Главное не закрываться от этих страхов, да, то есть если вы чего-то боитесь, если вам что-то непонятно, главное, как страус, да, вот не прятать голову в песок, да, то есть открыто пытаться бороться с этими страхами, выяснять, если что-то непонятно. Смотрим, чего вам будет не хватать, покажите мне, чего овнам не хватает в апреле, чего не хватает. Умение бороться. Знаете, вот пятерка жезлов – это карта конкуренции, когда я отстаиваю свои права, свои позиции, свое место, и я не боюсь вступать в конфронтацию, не боюсь бороться, да, вот с другими. А здесь, видите, этого вам будет не хватать. То есть вот, ну, и вы по своей природе бойцы такие, да, то есть вы у нас тот самый знак, который вот будет просто бороться до последнего всегда, да, то есть вот вам надо быть первыми, потому что вы у нас первый знак. Но почему-то в апреле, почему-то, я не знаю почему, не могу, да, вам ответить почему, но карты показывают, что вы готовы сдаться. Вот вам не хватает вот этой вашей какой-то такой вот пробивной силы, не хватает смелости, не хватает инициативности, как-то есть какие-то страхи, вы боитесь, да, вот Луна, вы боитесь вступать в эту схватку. Может быть, вам кажется, что соперник, да, вот сильнее вас, больше вас, может быть, их по количеству больше еще как вариант, да, то есть 1 против 4. То ли здесь, да, то есть вы боитесь, вот реально вы боитесь, вам страшно, что эти люди, да, или эта ситуация ну, нанесут вам какой-то вред, поэтому вы и не вступаете в эту схватку. Понимаете, вот этого вам не хватает смелости и как-то вот такого желания бороться. Вам не хватает вот этого. То, чего обычно у вас в избытке. Вот в апреле вам будет этого не хватать. Так, препятствия. Покажите мне препятствия овнов, апрель, препятствия. Препятствие выпала карта победа. На пути к победе, на пути к результату, да, вот после 5-го аркана идет 6-й, да, то есть, чтобы быть победителем, да, вот среди этих 5, их нужно победить, да, и стать победителем, но показывает, что у вас препятствие в этой победе, то есть что-то вам не дает к ней прийти, что-то вам не дает. Но это я как бы и так поняла, что здесь препятствие какая-то ситуация или люди. Дайте мне еще одну карту препятствия. Цель мне и так понятна. Я хочу понять само препятствие какое. Само препятствие. Человек, император. Вы, возможно, это руководитель. Да, то есть, возможно, здесь карта показывает, что нужно будет бороться с руководителем или с каким-то, знаете, влиятельным человеком, там, допустим, человек в погонах, чиновник какой-то, вот кто-то, не знаю, там, судья, допустим, кто-то, с кем кажется, что бороться невозможно, там, президент компании, да, грубо говоря. То есть вот здесь четко карты показывают, что вы боитесь, вам страшно бороться с этим человеком, да, то есть вы боитесь, и это создает вам препятствие на пути к успеху, к вашему успеху, да, то есть между вами, да, вот между вами и вашей победой стоит вот этот император, и вам просто его нужно побороть, да, то есть просто побороть и все. Я даже его оставлю, что он является препятствием, он не дает вам прийти, видите, он перекрывает вашу победу. Так что, овны, смотрите, вы можете. Вот сейчас даже совет спросим, карты подскажут. Дайте, пожалуйста, совет овнам, как им себя правильно вести в апреле. Что им делать? Совет. Совет овнам, апрель месяц. Двигаться, не бояться. Карта, знаете, как называется? Препятствий нет. Она говорит просто вот сделай вид, как будто этого человека нет.
Ну вот представь, что его нет, да, то есть как бы ты действовал, если бы, или, допустим, если бы на месте этого человека был какой-то другой человек, да, то есть кто-то меньше там по званию, да, там, или такой же, как вы, вот представьте себе, и для вас не будет никаких препятствий. Карта Света говорит, что вы можете победить однозначно. То есть у вас есть возможности, силы, не знаю, там ресурсы есть, время есть, у вас все есть для победы, все есть. Вам только нужно убрать страх. Страх и какие-то очень сильные негативные эмоции и мысли. Десятки мечей часто показывают много мыслей. Мысли, они прям вас придавливают к земле, да, то есть они не дают вам встать. Вы только начинаете делать какое-то действие, и мысли вас тут же, да, как бы гасят, да, говорят: ой, да ты что, да у нас не получится, он там, мы не можем его победить, да, то есть и постоянно вас гасят эти мысли, поэтому вам нужно с этим будет бороться. Убирайте страхи и не бойтесь. Да, то есть препятствия, карта показывает, совет, что препятствия только ваш страх, больше реальных препятствий нет. Ну вот такая здесь подсказка. Так что апрель месяц вам запомнится какой-то вот каким-то конфликтом, стычкой, не знаю, там с каким-то человеком. И здесь карта говорит, что отступать вам нельзя, надо бороться. Смотрим май. Покажите мне май. Настроение овнов. Май месяц. Умеренность, спокойствие, успокойтесь точно, да, вот эта битва, которая будет в апреле, в мае, все это уже разрешится, да, все, вы разберетесь, и май показывает, что прихожу в гармонию, прихожу в себя, да, то есть нахожу вот этот внутренний баланс, да, когда у меня нет перепадов, да, то есть когда я не в состоянии депрессии, да, с одной стороны, и не в состоянии, да, вот радости с другой стороны, как было в марте, то есть вот май как раз и будет тем самым месяцем, когда вы будете уравновешены, когда вы будете спокойны, терпеливы. Возможно, еще время часто показывает такой, знаете, вот месяц передышки, когда вот можно заняться своими делами, собой, да, восстановить здоровье, восстановить нервную систему, вот особо ничем таким не заниматься важным. Так что очень хорошая карта. Карта еще ангела-хранителя. Показывает, что уже тут ангел-хранитель увидит ваше это состояние, да, то есть из-за вас возьмется. Смотрим, что принесет май. Что принесет май овнам, покажите мне. Ну, разбитое сердце, это я и так понимаю, да, то есть это вот карта просто показывает, вот этот период, когда закончится, ваше сердце будет, ну, как бы разбито, да, то есть, ну, вот это конфликт, возможно, здесь даже группа людей, потому что тройка, опять же, говорит о группе. Скорее всего, это борьба, и, кстати, император тоже может показывать не одного влиятельного человека, а какую-то структуру. Так что вполне возможно, эта борьба будет со структурой, даже несколько человек или структура. И тройка мне просто показывает, что приносит период. Боль, разочарование, но это не приносит период, это у вас просто переносится с этого периода вот это состояние. Поэтому выпадает карта умеренности, она говорит, вам нужно залечить свои вот эти раны, залечить свое сердце, которое, да, вот здесь будет, да, вот пронизано этими мечами. Поэтому вот период май – это уже последствия вот этой ситуации апреля. То есть уже ситуация закончится, но еще остаются вот эти, знаете, нотки такие, да, когда вот у нас уже ситуация прошла, а мы еще мыслями где-то, да, вот внутренними переживаниями еще в той ситуации находимся. Чего будет не хватать, покажите мне, чего не хватать будет овнам в мае месяце, чего будет не хватать. Девятка кубков, спокойствие. Да, то есть вам не хватает, вот так же, как и карта умеренности, они где-то в этом похожи. Сесть, сложить ручки, ничего не делать, отдыхать, веселиться, радоваться. Вот вам не хватает радости, да, потому что это карта радости, это карта праздников, это карта положительных эмоций. Вот вам этого будет не хватать, да, потому что показывает, что вы в основном будете разочарованы, расстроены, опечалены. Понимаете? То есть вы сами, уже ситуация закончится, а вы ее будете тянуть дальше. Ее нужно отпустить. Нужно вот научиться, когда проходят эти неприятности, отрезать их, отсекать, да, то есть уходить из вот этих негативных вибраций. Да, то есть и переходить в позитив. Сами себя радуйте. Девятка кубков, сами себя радуйте. Да, то есть покупайте себе какие-то вещи, может быть. Сами себе поднимайте настроение. Ходите в какие-то интересные места. Да, то есть там, не знаю, прям вот заставляйте себя, если, да, вот такие вот настроения, как по тройке мечей, да, вот когда хочется только себя жалеть и плакать, то нужно, значит, самостоятельно себя вытягивать из этого.
Смотрим препятствия. Какие могут быть препятствия у Овна в май месяц? Препятствия, покажите мне. Препятствия с дорогами связаны. Рыцарь жезлов — это всегда активность, это движение, да, то есть и показывает, что в этом препятствие. Но здесь знаете почему? Это вы сами себе создаете эти препятствия, да, то есть карта говорит, вы сидите и сами себя лишаете возможностей путешествовать, ездить где-то бывать, да, то есть сами себе создаете вот эти остановки, да, скажем так. Поэтому тут препятствие в вас, не вовне. В отсутствии желания, я бы так сказала, в отсутствии желания вести какой-то очень активный образ жизни. Так, смотрим совет. И дайте Овнам совет на май. Что вы посоветуете Овнам? Что вы посоветуете? Дьявол посоветует. Дьявола, да, то есть, а дьявол у нас всегда показывает соблазны, искушения какие-то, да, то есть, возможно, порадовать себя чем-то, сделать, может быть, что-то, знаете, такое вот, что обычно нельзя, да, делать, вот, может, еще так карта показывать. А дайте мне еще одну пояснительную по дьяволу. Я правильно поняла? То есть, здесь речь идет о том, чтобы порадовать себя. Еще одну карту дайте мне. Совет. Овны май. Да, звезда. Исполните свое желание какое-то. Возможно, знаете, вот такое, которое давно хотели, да, вот, ну, как я вам здесь рассказывала, в девятке кубков, да, то есть, вот, может быть, вы очень сильно хотели что-то купить, какая-то дорогая вещь, не позволяли себе, да, то есть, вот прям порадуйте себя, да, то есть, вот не пожалейте по дьяволу, не пожалейте денег, если это дорогая вещь, или, может быть, поездка какая-то, да, мечтали в какое-то место съездить. Вот вам надо в мае месяце сделать что-то очень приятное для себя, чтобы вытянуть себя из вот этой тройки мечей. Потому что май уже тут ничего плохого происходить не будет. Вы перетягиваете вот это настроение негативное с апреля месяца, понимаете? То есть, поэтому вам здесь нужно переключить свое внимание. А сможете вы это сделать только самостоятельно, как-то вот начав себя радовать. Поэтому тут вот по-другому я вам даже ничего и не расскажу. Так что у вас, получается, очень хороший будет март. Не очень хороший будет апрель, но вы здесь разберетесь, справитесь. И после того, как вы справитесь, вы должны будете обязательно май посвятить себе, своим желаниям, своему настроению, да, то есть и всячески себя радовать. Ну, вот такой прогноз получился у меня для вас, Овны, на весну этого года. Благодарю за внимание, надеюсь, вам понравилось. Пишите обязательно комментарии, я всегда читаю, да. И жду вас на своих новых видео.